Здравствуйте, эфир телеканала «Салям» продолжает новости ишимбайского телевидения. В студии я, Лилия Адельбаева. Смотрите в нашем выпуске сегодня. Грандиозный праздник для сельчан. 275-летний юбилей отметил один из старейших населенных пунктов Ишимбайского района – деревня Янурусово. Проверка разрешающих документов на бахчевые. Начался сезон продажи арбузов и дынь, но покупатель может и не знать, имеет ли торговая точка лицензию или нет. По предписанию по статье 62 правил благоустройства, что незаконная торговля запрещена на территории городского поселения без разрешения. А из нашего окна площадь новая видна. В Ишимбае продолжается третий этап реконструкции площади первооткрывателей башкирской нефти. Работы подходят к завершению, остались самые сложные элементы — собрать детские площадки. 275-летний юбилей отметил один из старейших населенных пунктов Ишимбайского района – деревня Янурусово. Эту торжественную дату отмечали с размахом. На праздник собрались не только сами сельчане. В качестве почетных гостей здесь присутствовали руководитель аппарата правительства Башкортостана Азамат Абдрахманов, глава администрации Ишимбайского района Азат Ишимгулов, депутат Госсобрания Курултая Республики Шамиль Тимурбулатов. В честь юбилея почетные грамоты вручили уроженцам Янурусова, которые внесли существенный вклад в жизнь района и своего родного населенного пункта, отличились в какой-то сфере деятельности, а также жителям района, оказывающим благотворительную помощь. К торжеству присоединились и жители близлежащих деревень. Праздник удался на славу. Были народные, спортивные игры и пенная вечеринка. Звучали поздравления, наилучшие пожелания дальнейшего процветания и благополучия. И, конечно же, праздничный концерт, в котором приняли участие сами янурусовцы. Вас, друзья, односельчане, поздравляю с Днем села. Пусть богатой будет щедрой наша матушка-земля. Начался сезон продажи арбузов и дынь, но покупатель может не знать, имеет ли торговая точка лицензию или нет. Представители отдела торговли и предпринимательства администрации Ишимбайского района проверяют разрешающие документы во время рейдов. В один из них отправилась наша съемочная группа. Меры против незаконной торговли помогают уберечь ишимбайцев от покупки некачественных продуктов, например, арбузов и дынь. Рейды выявляют нарушения. В случае неустранения предписания администрации дело направляется в суд. Решение выписать денежный штраф принимают сотрудники суда. По предписанию по статье 62 правил благоустройства, что незаконная торговля запрещена на территории городского поселения без разрешения. В дальнейшем, если же мы вынесли ему на 2 дня предписание, если же он не выполнит это требование, то мы выезжаем, составляем выездной акт обследования и потом дело передаем в суд мировой. Там уже судья решает. Предпринимателю для подтверждения качества своей продукции необходимо получить лицензию в Роспотребнадзоре. Подача заявлений на предпринимательскую деятельность – второй этап. Заявление необходимо заполнить в отделе торговли и предпринимательства. Адрес вы видите на экране. Постановление 511 о порядке и схеме размещения предприниматель обращается к нам для того, чтобы определить границы, адресные ориентиры для установления торговли. Затем все проходит через конкурсный отбор. Необходимо получить лицензию в Роспотребнадзоре и податься с документами в отдел торговли и предпринимательства. Места стихийной торговли не дают никаких гарантий, что продукты не вызовут отравления и других нежелательных последствий. В легальной торговой точке выбор вкусного арбуза прост. Видишь, крепкий это у него звук такой получается, крепкий. А если такой-то, как объяснить? Который слабый это звук, значит, это арбуз не очень хороший. Сейчас продают арбузы, которые привозят в основном из Узбекистана. Везут их в фуре без холодильника. Местные же арбузы поспеют в августе. Ильмира Шаяхметова, Алексей Сычков, Ишимбайское телевидение.
В Ишимбае продолжается реконструкция площади первооткрывателей башкирской нефти. Работы начались в 2022 году с переустройства инженерных коммуникаций, проходящих под площадью. В прошлом году подрядные организации установили камеры видеонаблюдения, фонари, уложили тротуарную плитку, брусчатку. На какой стадии работы сейчас и каким будет обновленный объект, выясняла наш корреспондент Ольга Валитова. Как рассказали в подрядной организации, которая выполняет работы по третьему этапу реконструкции, на площади уложено 4000 квадратных метров плитки. Отреставрировали и сам памятник первооткрывателям башкирской нефти. Сейчас мы проводим работы по укладке плитки, монтаж третьего теневого навеса. Здесь будут установлены качели. Кроме качелей, под навесом установят скамейки. Еще 2 теневых навеса украсят сквер, прилегающий к площади. Здесь же оборудуют 4 детских площадки с разными игровыми элементами. Кроме того, там будет прогулочная зона в виде тротуарных дорожек. А в завершении реконструкции посадят кустарники, деревья и разобьют цветники. Подводим оставшиеся коммуникации. В принципе, работы подходят к завершению. Остались самые сложные элементы — собрать детские площадки, и, в принципе, этапы по плитке практически будут завершены. Камеры видеонаблюдения установят по всему периметру площади. Полностью завершить реконструкцию объекта подрядчики обещают в августе этого года. Ольга Валитова, Загир Хасанов, Ишимбайское телевидение. Подходит момент грандиозного финала бизнес-проекта ишимбайского телевидения под названием «Наставники». На протяжении всего проекта начинающие предприниматели демонстрировали свои лучшие качества – креативность, предпринимательскую хватку, ораторское мастерство и умение принимать решения. Они прошли серьезный путь от первых идей до защиты своих бизнес-планов перед наставниками. Кто из участников сможет доказать, что готов начать свое дело? Чьи бизнес-идеи произведут наибольшее впечатление на наставников? Не пропусти кульминацию главного бизнес-проекта региона «Включай канал Салям» в ближайшую субботу, 27 июля в 20:30 часов. А мы продолжаем знакомить наших зрителей с партнерами и наставниками проекта «Наставники». Предлагаем посмотреть ролик с Геннадием Кошелевым, представителем Президиума Союза торгово-промышленных предприятий БАТ «Живая земля», владельцем группы компаний «Живая земля», меценантом, а также учредителем эко-отеля «Таратау». Здравствуйте, меня зовут Кошелев Геннадий Геннадьевич, я основатель компании «Живая земля». Здесь, в данном месте, в Ярбишкадаке, мы строим завод, частично он уже сделан. Наша компания занимается производством и реализацией биологически активных добавок, различных продуктов для здоровья, косметические средства, все органическое, натуральное, которое не портит наше здоровье, но и еще и несет пользу для здоровья. Это крема, шампуни, гели для душа и все остальное. Наша компания «Живая земля» производит свыше 150 тонн продукции в год. Ну что же, это был Геннадий Кошелев, а теперь еще один ролик. Это также партнер бизнес-проекта «Наставники» Елена Моисеева-Уналан. Она экспоненциальный коуч, психолог, наставник, который помогает своим клиентам развивать бизнес-проекты и предпринимательское мышление. Здравствуйте, я Елена Моисеева-Уналан, бизнес-коуч. Вот уже более 4 лет помогаю экспертам и предпринимателям выбраться из подсознательных ловушек, которые мешают свободно проявляться, кратно расти в бизнесе и раскрывать свой потенциал на 100%. Мои клиенты, обретая уверенность и эмоциональную стабильность, кратно растут в доходах, успешно запускают новые бизнесы и получают возможности, которые раньше им были недоступны. Записывайтесь на встречу знакомства со мной на моем сайте по ссылке.
На этом выпуск новостей завершен, а я напоминаю, что все наши новости можно смотреть в группе ВКонтакте, в Телеграме, а также на Рутуб-канале и на сайте ишимбайского телевидения ishimbaytv.ru. С сегодняшними новостями ознакомила я, Лилия Адельбаева. До новых встреч, будьте здоровы!